Балат, кандайсыңар, келе жатқан Норф майрамыңар менен айтыңар марек болсун. Кармаган орозоңор кабыл болуп, жакшы мындай эме, как сказать, молчулук, тынчылык болсун. Давайте баштайлык. Так, биздики негизги бул, так, подождите, могу списокто жүргөн монеталарды, монета депем, активтерди карайбыз. Бул жумада мен понедельникте жаңы жуманын торговый жуманын башталышында болжол менен прогноз берип, фундаментально аналитикалык, то есть технический жактан основной активдерге, да, мен на понедельник я вот прогноздавала по макроэкономический жактан, да, то есть вообще дүйнөлүк масштабтагы, да, вообще кандай, то есть вот эти события, да, как они повлияют на рынок, да, на эту неделю. Она бул жумада, сейчас мы посмотрим, да, разберем. Действительно у нас вот, например, самая такая наша, как называется, резервная валюта, да, мировая валюта, доллар, да, это индекс доллара. Ну вот, ладно, вот это не буду. Вот, смотрите, индекс доллара, то есть на этой неделе как раз, это недельный, да, таймфрейм, вот, дневной таймфрейм. Вообще доллар аевали до этого тушупана уже гоптон берем с июня месяца прошлого года, да, он же в боковике был. И вот здесь у нас было падение индекса доллара, то есть сильно такая перепроданность была, потом он уже начал, получается, с января, да, этого года уже понемножку восстанавливаться. И вот в связи с событиями балян, что Иран менен США, Израильдин калушусунан кийин, да, доллар айва начал укрепляться. Вот получается так, это с 28 февраля же, да, с 28-го, сейчас. 28, в общем, так, 28. Да, вот начался рост в связи с тем, что инвестор по всему миру просто доллар ищет, да, и как защитный актив, потому что тоже, в основном все равно американская вот эта мощь, да, вот эта вот как бы атака, агрессия на Иран, больше вот веру тоже вселила у инвесторов. Она говорит уже золото таком доллара, да, актив катары, защитный актив катары, инвестиция в штаты, да, ушунчунда доллар растет. Вот, и что еще? То есть, когда доллар растет, золото наоборот начинает падать, да. Сейчас мы и золото посмотрим. Так. Дальше, да, вот индекс доллара биздики на мол жақта сильно сопротивление 100 примерно понедельник айтқан 132 вот здесь 32% долларға жетсе, ушул жерде сильно сопротивление болот, бул жакта жанагындай коррекция болот, и ушул коррекциядан бир аз түшүп анан кайра попыткага батууду деп, скорее всего деп. В общем, действительно здесь коррекция произошла, да, но Сейчас посмотрим, пока у нас вчера золото сильно упало, и золото таком доллар, а евро, вот карама-каршы жүргөн европейский валюталар, евро и британский фунт кечтен бери, все баштады, если кечтен бери арасак на 19 марта, вот у нас вчера быча, да, а вот конфликт башталгандан бери нам евро менен на евро и британский фунт катуу түштү, да, булар наоборот согушка байланыштуу түшө баштайт, да. Мен өзүм форекс рынокто иштегениме 1 жыл болуп калды, с прошлого года, где-то с 3 марта, помню, начала работать, но только золотом иштеп жүргөм. Я вплоть до сентября месяца, помню, да, только золотом иштегем, да, а потом валютага өтө баштадым акырындап, золото менен тоже основной мне торговля болуп атат, но валюталарга да өтүп, и байкап калдым, когда что-то вот негативное событие, вот в основном почему-то евро, британский фунт начинает падать, потому что спрос азыраак болуп калат экен, да, а доллар наоборот ага спрос көп, суроо талап болгон үчүн наоборот өсө баштайт экен, да. Вот. То есть биздин евро получается на мол жерде, мен евро менен да көбүрөөк азыр торговать эте баштадым. Бул да мындай эме да, бир калыпта жүргөн мындай техничный, боковикте да көп жүрөт, ушундай эме да, актив. В принципе, евроны, то есть это мажор валюта, многие трейдеры любят. Вот здесь вот я ожидала, что вот тут у нас такой вот ключевая поддержка, там, уж тешсе, анда здесь это, да, то есть если здесь не удержится уж уровень до 1.15, то тогда вот там есть дальше ниже поддержка, уж очень чуть-чуть где-то 1.14 500 примерно плюс-минус, ушел зоналарга чейн, да. Вот, цена здесь удержалась. Вот здесь удержалась, она чуть-чуть вверх, да, идет. А так до этого прям у нас тренд такой вообще шартовый, то есть на эту неделю я говорила, евро только шартит, да. Улам чыккан сайын, онда импульс болот, конечно, то есть именно у нас так 16 января, да, начался 16 января, 16 марта. 16 марта начал евро понемножечку восстанавливаться, потом опять он, то есть как бы улам или методкан, да, а вот все вот эти 2 недели, даже вот получается даже с января, да, но я на евро не смотрела где-то недели 2-3, наверное, потом я начала его смотреть и даже шортила даже, где-то с марта начала шортить. Вот, то есть только на шорт в основном улам идут чыккан сайын, импульс болгон сайын идут жактан алып дегендейчи. Вот, сейчас у нас, я думаю, что в связи с тем, что индекс доллара азыр биздики кичине ослаб, вот, немножечко коррекция болгон үчүн азыр евро бир аз өсүшү мүмкүн, бирок пока бул конфликтке карайтайм, конфликт если у нас будет продолжаться, еще да, затяжной болуп кетсе, еще плюс там жана Катар, Оман, там где еще вот эти ближневосточных странах по американским базам также удары если будут продолжаться, то, конечно, евро и британский фунт, и также еще австралийский доллар, сейчас покажу его график, да, вообще стоит, да, где-то вот у нас еще ключевая поддержка, если бундан не удержится, есть 1.14, 500, да, плюс-минус, да, следующая у нас здесь поддержка есть. Вот, даже вот до сюда может упасть, до 1.13, там, если не удержится.
1.13 300, да, 350 плюс-минус. Вот, так. И британец тоже, в принципе, Харасан был далее, Джахши чоң уровень пробил, по-моему, на дневке, да, это было вот на дневке, ничего, там давно еще. Так, вот ушел, дневка, да, вдруг удержался, ушел ключевой уровень, вот где, видите, реакция была раньше по истории, да, вот здесь тоже у нас реакция на покупку пошла, то есть здесь достаточно сильный уровень был, он учу, да. Я мазер говорю, бирок бол жақта, вот здесь вот ликвидность қалыптыр, ну, жақшыл моқта, вот негізі цена ликвидностьтарды алып кетсе, ошондой жақшы разворот үйдегі алмақ, да. Так, вот здесь ликвидность примерно 1.31 700, да, 31 800. Вот плюс-минус ушел жақтағы ликвидность качейін барса, жақшы. Ну, сейчас посмотрим, азырда тоже был конфликтке жараша, если конфликт менен кичине уже немножечко надежды появится, что там на переговоры, там что-то, там что еще, нефть менен тоже поставки, цены немножко начнут регулироваться, тогда евро и британский фунт все что это. Вот, ну, здесь мы ложный пробой видим, да, попытка вверх, но не получилось, да, неудачного пара вниз проваливается. Теперь посмотрим на следующей неделе. Ну, на следующей неделе также я ожидаю, скорее всего, рынок будет пока чувствительный, да, мол, глобальная политика, геополитика. Так, и по японской иенаны, да, менузима тоже айтқандай жақсы көрем. Ушул аябай трендовый такой трендовый валюта, мисалы евро, британский фунт қарағанда алар болса мындай, ну, как үйде жүрө берет да, а бул болсо бир тренд кармаса, мисалы, вот на дневке, что на недельке, да, прям бул кете берет да, мисалы, бул жактан на недельке прям тренд үйдегі қармаса кетер. Бұны только лонговать, да, любой жерден или кирибели. Вот. Ну, вот здесь вот у него сильный уровень сопротивления исторически ушел 161 800 почейн, бұның цель деп айтқан, да, понедельникте. И еще также говорила, что, скорее всего, вот, если на дневке, тоже, в принципе, это видно, вот на дневке, вот, мол, 161 900, 161 800, да, ушуға чейін жетпеші мүмкін, плюс-минус, да, вот здесь вот ушул зона имя бар. Давайте так зону отмечу, да. Так, вот здесь у нас есть этот еще имбаланс есть огромный, да, но зато имбаланс еще не проработанный, джок уже тип да, мой имбаланс. Вот этот имбаланс огромный. То есть имбаланс это вот между свечами огромный разрыв, да, вот я сейчас увеличу. На имбаланс үш свечадан турат, бир-эки үч, да, и ошонун биринчи менен үчүнчү свечанын фитилдердин ортосунда могу вот это свободное пространство, да. Так, это у нас ФВГшка, да, ФВГ, имбаланс так вот. Значит, вот ушел имбаланстан, реакция где-то разорна, тип, цена. Ну, я тоже говорила, что вот этот имбаланс учитывать, так что, ну, прям 161 800 почин. Если, я говорила, в понедельник заходите, то есть снизу при коррекции вот в лонг, но вот этот имбаланс качейн или кармагла, ну, то есть если не хотите полностью закрывать, там, стоп-лосс без убыток переводите, ну, там, например, чуть выше цены входа, и потом уже дальше держите до цели, да, 161, ой, сколько там, 161 800, да, было, вот, потому что, мол, жақта ликвидность қалды именно, мол, чок да, ликвидность на стоп-лосстор, бұл жақта кірген трейдерлер көп, которые шортқа кіргенде, дағылы қырмап отырғандар бар, да, вот, ошолордун стоп-лосстору мына үстінде қалып қалды, да, цена, скорее всего, шоны алады, азыр коррекция болып тұрып қайра алады, да, то есть у нее цель вот эта. Ну, японская иена, она, кстати, как защитный актив тоже, часто меня байкап қалдым, с прошлого года, с сентября начала работать. Ну, иена менее позже начала, где-то в октябре-ноябре, помню. Вот. Но заметьте, что какой-то там конфликт, что-то напряженность, да, в мире начинает расти как золото, да. Вот. И он характер добавил вполне, чтобы был биртренд кармасы геты верит, да. Или ты что это милет, гички улать, да, там 2-3 дня может падать, уж дай. И что еще, как защитный актив, который был, да, кстати, ближайшая цель ушел, а потом уже там на следующей неделе посмотрим. Если да, и напряженность спадет, то тогда иена будет падать, да. Так, это USD-CAD. Ну, USD-CAD у нас, да, USD-мен бакашымча, был мне вообще недавно, пару месяцев назад по чуть-чуть начала работать. Был взял бакаевый жүргенный мекен, ну, такой изельный инструмент, не знаю, как мне очень понравился. Ну, в принципе, он такой зато предсказуемый, да. Каждый инструмент, видите, свой характер, мен чисто субъективное мнение на это там, кому-то он очень нравится, да, кому-то швейцарский франк нравится, мне, например, не знаю, не понравился, тоже не зашел пока. Вот, но здесь, видите, прям технично сработала вот эта вот зона, да, поддержки, то есть уровень поддержки. Вот здесь у нас была реакция, будет там реакция покупки ЛДМ, тоже покупали, здесь плюс-минус ушел зона, да, не здесь, да. То есть вот эта сильная поддержка была ночью, здесь покупатели держали, да, здесь начали покупать опять. То есть сейчас пока ближайшая цель по USDK, то есть доллар все равно пока еще крепенький достаточно, да, поэтому он будет еще немножечко, ну, вероятность есть. На следующей неделе я говорю, если там МС начнется вот это вот, ну, попытки договоренности, да, с нефтью, там чуть-чуть проблемы, вот эти поставки, Армузский залив там частично, может, откроет и так далее, то тогда USDK может упасть, да. Но если напряженный болсан, да, будет ближайшая цель где-то, так, это у нас дневка, да. Угу. Ну, ближайшая цель можно вот до 1.39. Ну, вот здесь вот у нас прям сопротивление гельпалтер. Ой, вот тут сопротивление. Вот здесь плюс-минус ушел на реакция гельшимкан бирас. Коррекция была, она уже следующая цель. Если вот здесь вот он просто скорректируется, и дальше опять попытка болсов пробивать и цвет на молотах, тогда следующая цель у нас. Вот здесь у нас тоже ликвидность гельпалтер ушел. 1.39. 1.39. Так, сколько там? 120, да, где-то примерно.
Вот, следующая цель. Ну, все равно в любом случае, вот даже прям уверенно где-то лунку все равно нужно ставить, да, стоп-лосс, стоп-без убыток, да, например, плюс цена, допустим, вы вот здесь зашли, цена вот, например, когда скорректировалась, допустим, при коррекции вот здесь зашли вот тут где-нибудь, вот тут, может, имбаланс, да, район имбаланс. Вы, когда заходите, все равно, даже если вы уверены, прям имбаланс, соның реакция берді, назар өйдеу кетіп, мол жақтан, допустим, имбалансқа келді цена, и вы всегда страхуйтесь стоп-лоссами. Вот вы здесь зашли, стоп-лосс за минимум выставляете, и цена, например, ладно, хорошо, если она дальше погонит, ну, примерно там каждый раз плюс качка цен, стоп-лоссу надо, чилдер поясу надо, раз. Сильно тоже близко не надо двигать к цене, да, рыночной, потому что он может быстро разбить, да. Вот, берастан, чилдер турвала. Чепл-лоссо можете определенный бир. Тех кокосын вот, булджактан бяка чейничтеп, или до сюда, я не знаю, там вот здесь тоже ликвидность бар, да. В общем, стратегия наркаджараша. Егер краткосрочный штейн смиран, да, булджактан или бяка чейн, или даже, это сколько у нас пипсов будет сейчас, ну-ка. Так, вот отсюда. Допустим, до сюда, это сколько пипсов? Ну, где-то 120, ой, 1200 пипсов, да? Ну, с 1200 пипсов тоже это очень хорошо. То есть это же у нас дневной таймфрейм, а его лядяшек ему было, да? Вот, если вы прям карман без нет, бирджума, там, якичуман, да, пожалуйста, я хочу кармасан бот, рынок, конечно, он не обязан прям дойти до вашей цели, да? Поэтому нужно обязательно стоп без убытка страховаться. Так. Дальше, да, что у нас основной? Ну, торговать эмилер, актив, возможно, если да что-то башка активно торгуете, можете тоже сказать, тоже анализ сделаем, да. Так, и австралийский доллар. Австралийский доллар, мол, джумада вообще тяг канджоку пока это лежит. Вот у нас 16 марта, да, вот так, 16. И вот, ну, так, далее, пока это можно сказать. Ну, я австралийский доллар тоже не торговала. Вообще на этой неделе, кстати, сделка Рай восполнила в связи с сильной занятостью. И 4 чеколки я почти не торговала. Я буквально вчера поторговала 2 раза золотом. И еще недавно тоже. Ой, когда во вторник торговала одну сделку. Там вторник или среду было, не помню. Утром и все. Так, у пока это вроде не такого, ничего интересного, да, вот, дайте общий. Картина Гарапыл для макро, да. Ну, был бюро попытка лотата. Австралийский доллар тоже как британец. Этот, имелите на британец, евро. Туля Булделе уже из вот этого нисходящего канала вырвался, да? Вот это, если нарисовать как канал, да? Вот тут у нас было, сейчас, вот тут у нас тоже касания были, несколько, минимум 3 касания, все это нужно на нисходящий канал, да? Касание, откупку, касание, откуп, здесь у нас ложный пробой, тоже ложный, и здесь, да, плюс-минус, уж канал, да, уже попытка, вот тоже решили, и закрепился, да? То есть у нас пока сейчас и на следующей неделе, скорее всего, был бирас или коррекция была по кайра попытка вот той, потому что доллар у нас по чуть-чуть вот с прошлого дня или с позавчерашнего дня начал падать, да? А был австралиец, был карамаха шучурит, так, очень мне байкан бойынша, индекс доллар түшсе, бұл түше баштады, набирасы түше баштады с 16 марта, это же недельная свеча, вот, а вот полсо австралийский доллар, наоборот, түше баштайды, да? Вот, так, еще что у нас? Ну, вот здесь у нас ключевой уровень, да, жақшы неме етіптер, мол. Вот видите, вот здесь ключевой уровень, ликвидность торды снимать это достаточно так. Тут плюс-минус ушел зона. Вдруг до конца мол ликвидность торды снимать это кенджок. Там на мол жакта ликвидность торды снимать это кенджок. Вот. Бывает такое тоже. До конца не снимает ликвидности, да, но где-то вклад. Вот что еще. Так. Основной, да, теперь у нас актив. Но в основном мы торгуем золотом, да, золото азиаты мы любим очень. Вот у нас недельный таймфрейм, да, я хотела отмечать этим зонам. На мол жакта. Получается, видите, очень сильная зона была, вот зона поддержки, да, вот это. И ушел там примерно, я на самом деле где-то вот в понедельник тоже говорила, вот тут вот у нас понедельник у нас цена была 5 мин, да, 5000, вот здесь уже понедельник, да, это вот так 16 марта, вот, она, лунтурдан авай лягла деген, да, вот шорт поле харатат, вот у нас здесь общий тренд, вообще глобально, прям если на недельке посмотреть, он у нас тоже уже как бы, ну, плюс-минус, можно сказать. Здесь у нас как сейчас глобально. Вот на прошлой неделе он прям глобально еще лонговый смотрелся. А на этой неделе, мне кажется, сценарий сломался. Да, он уже прям пробил. То есть, мол, джакта уже пробитие конкретно левоптур. Ими вдруг, мол, поддержка, если не удержит цену, тогда без примерно ожидаем. Так, сейчас где-то у нас вот тут хороший. Я 4400, вот здесь ликвидность торговал карздар, так скажем, да. Вот за вот этим уровнем тоже вот 4400 как раз, да. Вот плюс-минус ушел. 4400, 4300 ачин düşün күндө ушу зона ачин. Вот, мол, у нас артында қарыстарға қалды, так скажем, да. Поэтому, ну, если цена не удержится здесь, да, то есть вероятность дальнейшего снижения. И тут плюс еще зеркальный уровень, да, мол, жактач. То есть зеркальный уровень деген, вот видите, до этого вот эта вот зона была с уровнем сопротивления, да, то есть зона сопротивления, она как пробитие Лондон ген свечи, да, подряд несколько свечей. Здесь уже зона поддержки упала, да, это сильный уровень считается, зеркальный уровень.
Так, вот здесь у нас пока это, да, вот здесь тоже, вот видите, цена у нас пока не пробила, здесь был уровень, ну, то есть зона сопротивления, а потом как вот эта свеча прям с гэпом открылась, видите, вот между ними такая большая дырка, да, гэп. Вот здесь как открылась, это уже стал уровень поддержки. Сейчас вот эта поддержка уже считается такая вот прям пограничная, да, если уж он отечься, да, дальше какие-то, да, если тело не сможет закрепиться. Так, ну это на недельке, сейчас на дневке, ну, сейчас вот и азер, вот смотрите, даже кичерек таймфрейм, если перейдем, вообще прям никакой точки входа жоқ, да, если только қысқа шорт или қармабасаңар шорт болмайлычы кичинемдей аз көп болгондо эле шорт, да, вот могул жакта толтура имбаланстар бар экен үстүндө, ошо имбаланстарга келсе можно в принципе. Ну, на этой неделе, кстати, в понедельник, да, в понедельник одну сделку я открывала, в понедельник так я открывала на, получается, на лонг очковом, да, без сделками сейчас. Кыскали как раз я до 41, по-моему, подержала, так, 16, и она ровно прям 42 или 41 будет кетип. Так, 16. Ой, это рисковая сделка, я бы писала, да, у меня закрытый канал есть. Я писала, что лонговая очень опасна сейчас, это скальп буквально, это так, вот, это до 42 юскон, по-моему, 5000 сейчас. Буквально заскочила и выскочила до 16. Вот с утра, мол, 42 бля, так, 33, вот здесь, значит, 40 с чем-то, да. А, это 17, значит, я заскочила, да. Ну, то есть, в общем, 17 числа, где-то вот до азиатской сессии, по-моему, было. Шулджакна наверх спали, гирипчикам, да, и все потом. Где-то 39 плей, 40 плей, 41 плюс-минус ушел с сделком жалган. Я даже забыла, так открыла и забыла, смотрю, закрылся. А потом куил кетти, да. Вот, а потом ушел джуман, вообще вот это все движение, бар, ковер, да. А золото вообще был джумада, я его страшно тыщу. Вот если посмотреть, прям вот у него, по-моему, вот 16 это когда, вот понедельник началась свеча, да. Вот это вот с 7, ну давайте, грубо говоря, 7 часов считаем, с 4 открывается понедельник, да, вот, и получается у нас аявале, сколько пунктов упало? Так, ну, что нам баштаб, бякачейн. Ой, у меня 500 с чем-то. 540, да, с копеек, или на 10%, 10, почти 11% фактор золота, очень сильно прям упало. Вот, золото тоже, это самое, что ключевой уровень, вот здесь был 4800, если пробьет. Дальше пойдет, если не сможет удержаться, вот здесь 4. Так, сейчас более точно карту поем. Плюс-минус ушел. Зона 4800. Так, вот. Ну, он не смог удержаться, видите, упало, да, дальше. Если не удержится, мол, закачать бараты, да, 4500. Вот 4600, 4500. Вот уж, да, по золоту. И, кстати, золото мне чуть еще от этого, мен биринчи чолу города, мисалы, мундай, зоушти, пандемия, там, да, какой-то, ну, катаклизма, да, катаклизмы, табелы буса, обычно оно росло. Вот я с марта месяца прошлого года как наблюдала какие-то конфликты, оно обычно росло сильно. А на этот раз думала, почему оно наоборот себя повело, да, вот, потому что, оказывается, это, ну, я потом посмотрела, аналитику почитала, многие инвесторы вот, за то, что, ну, доллар, во-первых, да, как стал, ну, такой мир, во-первых, он укрепил свою позицию, да, как защитный актив, что начали вкладываться многие инвесторы, да, фонды, вот, во-вторых, еще процентная ставка НФРС, тысячевым МДД тоже на этом фоне, да, уж дай слух там тоже золото на фоне высоких ставок, золото становится дороже, да, и поэтому многие инвесторы тоже, наоборот, на топ пол золото на чару фиксируют, и пайва продажи долларларға салава штаты, да. Вот, уже ничего не тушь каптыр. Так, и что еще у нас? Ну, по золоту вроде. На следующей неделе, кстати, мол, так, сегодня пятница, да, сегодня в 2 часа, по-моему, или в 3 часа, не помню точно. В пятницу джаллат рынок, ну, азер был рынок прям вообще катпалды золото, точнее. Вот. Никакой волатильности нету, то есть речь кандай волатильность чок-то вообще гирвели ушкерек, да. Даже вот, я не знаю, на скальп даже, тут нормально, даже точки входа нет, ну, если только там 5-10 пунктов хотите ловить, тогда, пожалуйста. А так вообще никакой имиджок, да. То есть волатильность, когда вот нормальные такие трендовые движения, да, очевидный, например, тренд, да, вот такой, допустим, мондай, да, лонговый, очевидный, прям шартовый болғанда, улам илемдай, улам коррекциядан, зона там, жаңа имбаланс, ордер болып тоннеля қарма версия вот, да, здесь имбалансы, тут у нас есть эти, да, всякие ордер блоки, зоны и так далее, то есть, ошондой да, işte все болот, то же самое шортко, да. Шорто вообще прям у нас мол где-то это утро имбаланс бирок мол жақта видите имбалансқа чейин келип отскок болып кайра ой это да отскок и обратно вверх, да, ой вниз, то есть вот шу имбаланстарында иштесе болот, да. Так, серебро тоже прям сильно просело, бул деле алтынга окшоп жүрөт, в принципе, бул деле как раньше защитный актив считался, согуш башталганда үчүгө, да, буну да баары фиксировать этет что. И, кстати, мол фондовый рынок боюнча, то есть фондовый рынок вот этот Гер-40 бул деле эң мындай самый күчтүү Германия эмеси компаниялардын акцияларынын индекси, да, молчу. Ушел индекс тоже аевай, когда вот что-то такое, напряженность, да, в мире, она начинает сильно падать. Вот то же самое и вот у нас, ой, так, сейчас это на дневке надо показать. Вот видите, как сильно упал прям Гер-40, да? Так, вот она вот соғыш башталгандан бери практически вот падает и падает, да? Мен буну шорт качып албайм, мен болсо наоборот меники так
Где-то я в феврале, ой, нет, в марте открывала, но на лонг, а со стоп менен тебилди, не помню, какого февраля, ой, марта, где-то в начале. Вот. Мен буну мынтип эметкем да, мол жерде пробитие вот. Думала, о, все классно, пробитие у нас здесь. Вот этот уровень, видите, несколько раз вот раз тут, да, подходила, цена 2 подходила. Вот здесь вот уже пробитие көргөм, анан бул жакта коррекция болуп ушул жерде протестировала. Я думала, все здесь сложный пробой, и сейчас увидела кетебиз деп. Вот. Ну, тут я где-то в начале марта заходила. Вот здесь тоже щенген, да, что-то вот на мелкий таймфрейм, если спуститься, тут у нас такие маленькие признаки были, бычьего пин-бара, там какие-то, может быть, поглощения, уже не помню, как заходил. Вот, в общем, стоп-менен тебилди, да, там смотрю, она, где-то что-то. Так, вот, поэтому, да, и без эчкандай теханализ, там, сону, супер, там, стратегия УСДЛ, если фундаментал жагынан, то есть новость, там, ушак, что-то такое вот чыкса, да, отчет какой-то, да, Америка, то, эчкандай мы не сможем сделать, да, ничего, кроме того. Стоп ловим там, либо наоборот хорошо, да, в общем, плюсом закрываемся. В общем, теханализ, он по сравнению с фундаменталом очень слабый, да. Так, ну, гир-40 тоже в начале недели, Узюм эметкем, негизи, так, я его говорила, да, на шорт. Ну, я хотела вот вдруг Узюм иметь лонку гиркен, да, на скат, ну, это тоже короткий скат. Вдруг она и сигнал берген жок, на лонг гиргеле, да, Узюм эле рискнула, неправильно зашла, да, а так, ну, на шорт. И плюс еще NASDAQ то же самое на шорт, то ли, хорошо керек, деп чулам эле, мондай отскоктордон өйдө жактан шортко. Бул болсо вообще уже так көптөн бери мына пакетте жүрөт вообще. Непонятно, да, вообще направление жоқ, тренд жоқ, да. Ну, уламеле, бирок бул эме да, дневка. Ну, на мелком таймфрейме, на часовике 30 минут, в принципе, там тоже есть свои уровни, хаи, лай, ушел жактан, кармай все вот, да. Бирок мындай нормальный эме жоқ. Как сказать, такой. Ой, блин, господи, что у меня тут? Вот. Такой очевидный нормальный тренд, или, в принципе, есть, да, вот на мелких таймфреймах, видите, 30 минутки, а на дневке он вообще прям такой прям разорванный был, непонятный, да. Бирок шорт көбүрөөк, да, буну кудагы эле буну көбүрөөк. Плюс S&P 500 тоже бул деле эме, да. Это вот индекс, да, это, так скажем, корзина лучших 500 компаний в Америке. Бул деле тоже прям шорт коле караткан. Вот здесь у нас ключевой уровень уже келип калыптыр. Ушундан кармалбай калса, анда следующий у нас уровень. Так, где-то, возможно, может упасть до вот этого, да, уровня. Так. Вот тут где у нас реакция была, вот здесь на покупку. Здесь у нас зеркальная зона тоже. Здесь у нас была уровень сопротивления, а вот уже как пробила, да, цена, здесь уже для вот этой цены стал уровень поддержки, да. Так, примерно 6400, 6300, ну, плюс-минус. Вот. Если отсюда на следующей неделе группа классов, отскок жакшы, отскок в виде мощного, там, ну, такой, где тут у нас, ну, типа вот как вот такие бычий пин-бар буш керек, да. Плюс там, вот, например, тут пин-бар нарисовался у нас, допустим, такой, сейчас. У нас хороший такой пин-бар, например, да. И еще здесь поглощение болсо следующее, да, например, свеча поглотит ее. Вот, например, пин-бар. А потом следующая у нас должна быть желательно такая большая тоже, зеленая там, хорошая такая зеленая свеча, поглощающая. Вот. И плюс еще мы, конечно, ретесты будут скреп. Я обычно жду ретесты, да, мисалы. То есть ретест был эме, да, повторное касание, мол, уровень хайра мутып, тип ушул жерден кетпесе, алды гир кетпесе, да, можно ожидать там, то, что она вверх пойдет. Да? Вот. Ну, иногда бывает, что вот так вот оно сюда спускается какое-то время, изилет, она не идет, накопление турчу. Андай да болушу мүмкүн. А кейде болот мындай просто бир свеча чыгат, то есть она кайра эле ылдый түшүп калышы мүмкүн, да. Вот такое тоже может быть. То есть разные сценарии. Может быть, просто следующая свеча, вторая, может, ложный пробой в да, фитиль менен. И дальше потом вниз упасть, тогда шанс көбүрөөк болот, да. Так, пул S&P 500, NASDAQ, GER40, вот эти индексы, булар жакшы, да, технический жактан, уровеньдерди жакшы кетет, аябай реакция жакшы берет, любой таймфреймден. Анан, что еще? Ну, вот эти вот зоны, да. Ушу зоналардан деле иштесеңер, даже кичирээк таймфреймден тоже жакшы, да, зона покупок, да, то есть уровень поддержки, уровень сопротивления. Вот. Плюс еще трендовый здесь хорошо работает, да. Там трендовая, там и так далее, да, то есть вот так вот у нас. Все основное без дикие, что еще сказать? По биткоину я даже не смотрела, бирок счет это купим, да. USDT. Давайте фьючерс посмотрим, да. Вот фьючерс, ну да, у нас биткоин тоже слабый, аябай смотрится. Вот. Каким криптами, кто торгует, я просто не торгую уже давно. Так, у нас биткоин, у нас здесь уже слон давно в тур структуру уже, на шартовый, да. Вот здесь у нас, получается, тут у нас была смена характера, а вот тут у нас уже слон случился. Тут его только надо было шортить, да. Так, мол жактан можно было бы заходить. Вот здесь тоже шанс дает, в принципе. Мол жакта жакшы чоң эме зеркальная зона баркен, уж она даже пробила, оказывается, нифига себе. Вот здесь. Вот ушул жерден цена, видите, отскочила, да, но потом она, видите, пробила. Вот она заргурось, может, ушул зонаны просто ретест кылып, кайра түшүп калышы мүмкүн. Ким билет, если түшсө, то вот здесь очень, ну, вообще, вот туда промежуточная зона баркен, туда или горнук эмес, бирок тоже можно отметить. Вот здесь ликвидность калды, да, и 6500 примерно. Если, ну, если совсем или такой плохой сценарий, анда вообще или алтыга чейин, или бешке чейин түшүп калышы мүмкүн, да.
Так, а если вот тут отскок увиден, то тогда отскок плюс еще с поглощением, плюс там желательно еще с большими имбалансами, да, да, чем свечалар чалатка мисалы монда сятту. Потому что нортосунда бычий имбаланс часа, да, был жақсы признак, да, лонг кетель, то, что покупатели сильные, да, вот. Плюс еще там слом, если произойдет, да. Ну, то есть у нас должно так произойти, например, тут цена, например, ну ладно, вот здесь чуть-чуть протестировала зону, да, потом вот такой у нас, ну, так, импульсивные большие свечи, и вот здесь какой-то, например, имбаланс, да, вот эта пустота, вот как типа вот здесь имбаланс пустой, то тогда, например, вот здесь, ну, зона имбаланса, видите, у нас хорошо, да, сработала. Допустим, имбаланс ушел, а гельди, и цена отскочила, да, и вот здесь то же самое, ушундай болсо, цена, например, вот здесь имбаланс образовала, да, чего импульсивный свечадан дейін, вот здесь уж пустота, келет, заполнять етет, ушел жақтан отскок болсо, прыжок, да, жақсы, да, видите, так, пока, да, биток тоже слабо. Так. Кстати, вот торгуйте обязательно аккуратно. Рынок очень имеет в связи, что напряженность сменен, да. На следующей неделе, не знаю, может, какие-то попытки будут, но пока бұл жұмада ешқандай жақсы жаңалықтар жоқ. Жаңағы нефть ташыған судналар, танкерлер Ормузский залив арқылы өтіп отыр, жоқ аябай еме, да, как сказать. Ну, Иран не разрешает им проходить, только определенным странам разрешил, и у них сейчас аябай из-за вот этой перебой с поставкой нефти, из-за этого цена на нефть все таты. Кстати, на следующей неделе уже нефть басын қараш керек. Бүгін жауылады уже все, нефть, по-моему, ну, өсіп отыр, по-моему, өсіп отыр. Мен вообще на эту неделю, в начале недели қарағам. Так. Ну, то есть нефть бұл жұмада әлі өсіп еле жатады. Это вот недельная, да, на свечах. Вот если на дневке посмотреть, вот 16-го, так 16-го, вот она только растет. На мол свеча берась, то что она всю неделю она практически росла, а за кайра скорректировалась немножечко. А так, средний срок, даже, возможно, долгосрок, да, где-то на 130-125 хачин вашим кунит. Где тут у нас 130? Это вот здесь, прям. То есть, короче, чокус начин. Это у нас исторически, что ли? Ну, в общем, уж он дойдет шат. Если будет конфликт такой же затяжной, вот нефть аева долгое время, видите, нисходящий пока это чужды. Ну да, пока это вообще нисходящий, прям страшно, да? Вот у нас, видите, тут раз касание, два касания, сколько было, да? Вот, потом оно вырвалось, видите. Это у нас, вот в январе начало расти. То есть, если нефть у нас, ну, то есть по нефти ничего не решится вопрос, на Ормузский залив бойынша также запрет улуп, там вот эти корабли будут также там их задерживать, бомбить и так далее. Ну, то есть взрывать, да, сейчас еще, кстати, эти газовые месторождения, газовые предприятия взрывают в ближневосточных странах. Это Катар, там что-то Оман, да, еще, по-моему, какая-то страна арабская. Вот, шоу-джапта джарвадат, ну, это очень проблема будет, да, тогда. Если нефть все, да, конечно, доллар довезет, золото, наоборот, кайра на следующей неделе еще его ждать. И вот этот весь фондовый рынок, ну, вот эти европейские валюты, евро, британский фунт, австралийский доллар, да, а вот эти USD, где первая пара USD, да, GPY, то есть доллар японская иена, доллар канадский доллар была, наоборот, еще, да. Так, кстати, имки жумада буйырса мастер-класс өткөрөм, четверг будет саат 17:00 келсеңер болот, акысыз. Ал жақтан как раз вот, может быть, трейдинг бойынша ойланып, там, сомневаться етіп, или өзіне ишенбей, там, что еще, может, какие-то вопросы есть индивидуальные, да, и так далее. То есть, пожалуйста, келсеңер болот, саат 17:00 мен группада заранее жазып коем, адрестен, да, то есть офистің адресін. Ушол жакта берип алсаңар болот, там же мы про вообще мир трейдинга, да, как его едят, с чем его едят дегендей, да, там, тонкости, там, про риск менеджмент, про психологию, также еще сделка раз, прям реальный живой график, живой реальный рынок, да, сделка раз. Я вот на прошлом мастер-классе, в общем-то, сделка раз, и у нас новички тоже, ну, это демо-счет, конечно, аларга демо-счет они все заработали, на золоте мы поторговали. Вот то, что он глаз, Анан плюс еще рилс, мен прямой эфир в Инстаграме включу, да. Так, что еще? Анан бездемия бар тоже, ну, обучение есть, если насчет этого интересно, онлайн, офлайн, да, тоже, пожалуйста, сейчас вверх, да. И сигнал канала, егерде, мисал, уақыт жоқ болсо, анализ дегенге өзің самостоятельно, либо желание жоқ болсо, планға тоже можно подключиться. Так, ну, там депозит минимальный $100 керек, да. Она можно спросить? Гер-40 бойынша, Гер-40 только лондонский биржада айланал, же Нью-Йоркский дагы сатып кайра сатсалоо? Нет, он во всех сессиях чтит. Во всех сессиях, да? Да, он танко 5-тен баштап, то есть даже сейчас с 4 утра, да, с 4 утра работает и до глубокой ночи, до 3 ночи. И S&P 500 тоже, да, на всех сессиях? Да, это же CFD контракт, то есть была верят почти круглосуточно. Вот CFD, да, мы же не покупаем S&P 500, так физически, или там NASDAQ, вот эти технологические акции. А жанагы сіз фондовый рынок, ты канал имя, вы же покупаете прям реально, да, акции? Да. Не только на американской сессии, да, открывается. И потом во сколько? 2 или 3 закрывается ночи, да? Да, примерно так. А здесь индексы, значит, можно торговать круглосуточно, да?
И круглосуточно. И, ну, там с 3 до 4 рынок закрыт. Ага. А, кстати, ГИР-40, он, по-моему, чуть позже открывается. Не в 4, в 5, что ли, вот так. Ну, на 2-3 часа перерыв-то. А на субботу-воскресенье 4, конечно. Ага, түсінікті, рахмат. И, ага. Так, ну сегодня опять, кстати, в пятницу перед сном, да, жатарда, вот ночью вообще не стоит открывать, да. У вас на ночь сделка қалып қалса, там комиссия көбірек жырается, да, поэтому лучше не стоит. Ну, мен көбіле ушундай учурлар болгон, на ночь ой, то есть на выходные қалып қалады, анан понедельникте турсам комиссиясы чоңураак болуп калат, 2 эчесе. За то, что вы на выходные оставляете, вот этот своп называется, да. Поэтому я не знаю, лишний раз я брокерам не хочу платить, мен мысалы выходной лурго даже на ночь вот не оставляй. Она со среды на четверг тоже сделка калтырсаңар тоже 2 эселеп комиссияны снимать деп соғат экен, да. Ну, это гейр-брокерлерде, да, гейр-брокерлерде андай нерсе жоқ. Амаркетсте что-то байқап алып тұрмын, мен азыр амаркетсте торговля кылатам. Несі қандай кейін депчи на ночь. А мастер-классқа келгиле, если у вас есть интерес, приходите, там как раз поторгуем. Что еще? Ну, там, өзімден өткөн, башымдан өткөн толтыра приключений в трейдинге, да, могу рассказать. Анекдот болып қалдым ғой. Так, если нет вопросов, тогда закругляемся. На следующей неделе, кстати, тоже, наверное, новости будут какие-то. Ну, в общем, по новостям особо мындай эмет беле ола, вот сильно прям, ну, допустим, вот investing.com, вот некоторые, я вам покажу вот этот сайт, на новости, кандай влиять етеді на него. Я говорю, бұлар эми краткосрочно влиять етеді, а айтуделе прям, ой, сейчас мысалы. Вот, например, на следующей неделе, вот экономический календарь, если включим, если просто ушел молодая гельсинер, конечно, вас могут выбить, да, по стопу так, или там вообще депозитный кишник лосо, если стоп нету, тем более ликвидация в кут. А так им вот, ну, например, вот на следующей неделе мы нам освободили новости Джовакен. Вот этот запас сырой нефти, что новости, вот эти всех трехзвездочные, это считать сильно, конечно. Вот первичные заявки на пособие по безработице сильно, вот это тоже достаточно сильно, да, вот это производственный сектор бойнча, инфляция, да, ой, деловая активность. Вот, это все американские акции, да. Вот, а так прям этот, булар новость чыксале, вот там цена эртен кандай болот, бул новость кандай влиять етет, не думайте, что так сильно повлияет. Краткосрочно бери часа, да, там, может быть, не знаю, 2-3 часа, но может повлиять эта новость на цену, да, и цена туда пойдет, куда надо, вот, а вот, например, мисалы сильные новости, это считается вот запас сырой нефть бойынча, да, егер там нефть отчету чыкса, что аева көп запас болсо, тогда нефть, конечно, түшөт, да, тогда это может сильно повлиять на все рынки, то, что нефть ушла, золото начинает расти, да, доллар начинает падать, и все пары, где первый стоит доллар, тоже начинают все падать, да. Вот. Самое сильное это у нас, конечно, имя, да. Сейчас Трамп с этим, да, Трамп, Израиль, как они там вообще это, да, Иранга каршы там, какие действия будут принимать. Если дальше будут там они опять угрожать, там, и начнут еще бомбить, тогда, конечно, это имя, да, затянется, да, конфликт. Ушел хорошо керек, главное, ушел Иран бойынча, да. Ютуб, кстати, подпишитесь. Я на Ютуб выложила, на понедельник-то я тоже, я вот выложила этот запись, там, ну, то, что, в принципе, Чакшикен, не знаю, для меня, мне понравилось, вот когда вот я даже для себя, например, понедельник на рынок качам, и примерно так прогноз для себя делаю, там, ну, конечно, теханализ бойынча, плюс еще фундаментально пройдусь, да, по новостям, она Чакшин ориентир болот экен, да. Так что тоже канал подписывайтесь, ютуб канал я туда скину ссылку, и можете тоже для себя взять что-то, да. Так, ладно, да, тогда. Чакшы хавла, чакшы исал была. Рахмат, Улкан. Угу. Вам тоже спасибо.